новом УПК заложен универсальный принцип состязательности равноправия сторон обвинения и защиты. Согласно принципу состязательности, суд разрешает споры через принятие фактов сторон, документальное доказывание, а также толкование правовых норм, логика правовое доказывание. В новом УПК заложены равные права и справедливое решение суда. Введена новая процедура депонирования доказательств. Иными словами, это закрепление доказательств. Как известно, ранее процессы носили длящийся характер. Они шли годами, а человек находился все это время в СИЗО. В новом УПК усилена роль адвоката. Появление следственного судьи, к которому обращается адвокат, одно из расширений прав защитника. Адвокат имеет право инициировать проведение экспертиз. Адвокату гарантируется независимость от правоприменительных органов. Усилена роль адвоката в процедуре санкционирования судом мер пресечения. Адвокат может самостоятельно ходатайствовать о применении более мягкой меры пресечения. Адвоката будут извещать о месте и времени производства действий, где необходимо его присутствие. Адвокату разрешено получать материалы уголовного дела с использованием технических средств: фотографирование, снятие копий. После фактического задержания следователь обязан немедленно уведомить о задержании подозреваемого кого-либо из близких родственников, а также защитника, и дать такую возможность самому подозреваемому. Допрос должен проходить в присутствии адвоката. Каждый имеет право быть защищенным. Каждый имеет право на адвоката. Это право – одно из фундаментальных основ справедливого судебного процесса.